Мои зрители, здравствуйте, наши дорогие родители, учителя, студенты, ну и, конечно же, наши любимые абитуриенты. Как всегда, с вами на связи Башкирский государственный аграрный университет, и мы продолжаем говорить о факультетах нашего вуза. И сегодня на очереди самый крутой факультет, а именно экономический факультет. Поэтому, друзья, оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь, потому что только сегодня, только сейчас у вас есть шикарная возможность задать вопросы про обучение на факультете, про формат поступления, а также многое другое. Сегодня будет вместе с вами на нашей прямой трансляции. Поэтому, дорогие друзья, Башкирский государственный аграрный университет, День открытых дверей, экономический факультет, и мы начинаем. Экономический факультет образован в 1966 году. Сегодня на факультете осуществляется подготовка бакалавров по направлениям экономика, профили экономика предприятий и организаций, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент, бизнес-информатика и магистров по направлению экономика. Все направления имеют государственную аккредитацию. Преподаватели факультета в своей работе рационально сочетают учебно-методические приемы традиционной педагогики и элементы новейших методов обучения, использование цифровых технологий, деловых игр, тренингов, групповых дискуссий, выездов на передовые предприятия республики. Обучающиеся и преподаватели факультета успешно занимаются научно-инновационной деятельностью по 9 зарегистрированным темам. Проекты носят прикладной характер и активно внедряются в производство. Факультет участвовал в разработке стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года и аналогичных стратегий в 24 муниципальных районах Республики Башкортостан. Факультет является стартовой площадкой и партнером в реализации пилотного проекта АО «Россельхозбанк. Школа фермера», который реализуется пока только в 4 регионах России. О качестве и уровне подготовки специалистов экономического направления для АПК республики и страны говорят множественные победы студентов в республиканских, всероссийских и международных конкурсах. На факультете функционирует авторизированный учебный центр по подготовке специалистов по программе 1С предприятия и создается инновационный учебный класс АО «Россельхозбанк». Параллельно студенты могут пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования и получить при выпуске 2 диплома.
С целью передачи опыта профессиональной деятельности на факультете организована практика со студентами в башкирском филиале АО «Россельхозбанк», в ведущих министерствах, налоговых органах, на передовых индустриальных предприятиях агропромышленного комплекса с последующим трудоустройством. Имеется возможность проходить стажировку в странах Европы, Нидерланды, Германия, Великобритания. Студенты факультета имеют возможность реализовать себя в спортивных секциях по 32 видам спорта. В распоряжении студентов имеются современные спортивные объекты. Наши студенты не раз становились многократными призерами российских и республиканских соревнований, а также чемпионами турниров Универсиады Министерства сельского хозяйства России. На базе Центра эстетического воспитания студенты имеют возможность получить вторую общественную профессию. Руководителями творческих коллективов являются заслуженные деятели искусств Республики Башкортостан и Российской Федерации. На факультете развито добровольческое движение «Линейный студенческий специализированный отряд «Доброе сердце». Активно участвуют в помощи детям-инвалидам, людям в домах престарелых и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отряд «Доброе сердце» неоднократно удостаивался дипломов и наград во всероссийских конкурсах Министерства сельского хозяйства среди студенческих отрядов аграрных вузов России. Выпускники экономического факультета всегда востребованы на современном рынке труда, успешно применяют полученные знания, работая в государственных, финансовых и агропромышленных структурах России, и многие становятся успешными бизнесменами. Факультет активно сотрудничает с ведущими вузами мира. Экономический факультет башкирского ГАУ верит в каждого своего студента, в его победы, успех и процветание. Мы всегда рады нашим абитуриентам из любой точки мира. Приходите и поступайте к нам, и вы точно будете уверены в своем будущем. Ну что ж, вот такой замечательный ролик подготовлен про экономический факультет, где обучаются как и активные студенты, как и студенты, которые, можно сказать, шарят и разбираются в экономике, так и волонтеры и многое другое. Мы сегодня обсудим вместе со спикером нашей студии, который прямо сейчас хотел бы я вам представить. А именно, это самый главный человек на факультете, это декан экономического факультета Виталий Алексеевич Ковшов. Здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня с нами приглашенный гость, а именно это заместитель министра сельского хозяйства Давлетбаева Валерия Ефимовна. Добрый день. Добрый день. Ну и наконец, сегодня вместе с нами по традиции ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Добрый день. Ну что ж, друзья, начинаем говорить про факультеты. Самый главный, самый важный, самый интересный вопрос для декана. Виталий Алексеевич, скажите, пожалуйста, все-таки, какие самые главные преимущества и про популярность направлений на вашем факультете тоже хотелось бы услышать? Да, Инорст. Очень хороший вопрос, да, с чего и нужно начинать. Безусловно, наш факультет сейчас реализует, вернее, будет принимать на два направления бакалавриата. Это экономика и бизнес-информатика. По экономике у нас три профиля: финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, и экономика предприятий и организаций. Кроме того, у нас объявлен прием в магистратуру по направлению экономика. Все направления у нас аккредитованы, то есть все обучающиеся получат дипломы государственного образца. Что касается преимуществ, их достаточно много. Позвольте остановиться буквально на самых таких отличительных, на мой взгляд. Во-первых, это качество образования, которое, безусловно, обеспечивается высококвалифицированным педагогическим составом, преподавателями. Это не просто слова. Хочется сказать, что на нашем факультете работают 9 профессоров, около 60 кандидатов наук. Часть из них прошла стажировки за рубежом, в том числе в Чехии, в Германии. Кстати говоря, очень важный момент про практику за рубежом. Абсолютно с вами согласен. Обучались в школе Сколково, тоже очень известной школе. О их востребованности можно судить потому, что преподаватели активно привлекают в качестве экспертов и консультантов по реализации многих
социально значимых проектов. В частности, мы участвовали в разработке стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, в разработке аналогичных стратегий почти 24 районов муниципальных республики, в доработке стратегического плана развития агропромышленного комплекса до 2020 года и во многих других. Мы работаем по грантам известным, в частности РФФИ. Наши разработки регулярно отмечаются наградами на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в городе Москва. А что это за награды? Можно что студенты делают? Тут студенты подключаются в коллектив вместе с преподавателями и совместные, как правило, разработки. Но разные есть направления, в частности, вот как раз за серию совместных монографий по стратегическому развитию агропромышленного комплекса. Одна из таких наград. И еще одним, в продолжении этого же преимущества, то, что у нас ежегодно приезжают читать для наших обучающихся профессора из достаточно ведущих зарубежных вузов. В частности, вот последние 2 года это из Хайльбронского университета Германии приезжал профессор Еворский, приезжал Ланкасова профессор из Высшей школы экономики Чехия. Вторым преимуществом, на мой взгляд, это вот как раз оно продолжает предыдущее, это развитое международное сотрудничество, которое, наверное, отличает выгодно и наш факультет среди других факультетов университета и, на мой взгляд, даже среди многих вузов республики. У нас заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые мы успешно реализуем с такими университетами, как Пражский экономический университет Чехия, Боннский университет Германия, Евразийский национальный университет имени Гумилева Казахстан и целым рядом других. В этих рамках мы проводим и онлайн-конференции совместные публикации, поддерживают контакты и профессорско-преподавательский состав, и даже обучающиеся. Что касается еще одного, на наш взгляд, преимущества, это обусловлено структурой нашего факультета. На нашем факультете есть 2 кафедры, которые помогают развивать в современных условиях жизненно важные компетенции. А именно? Во-первых, это кафедра иностранных языков. Она вот с этого года фактически в нашем составе возвратилась обратно. И, соответственно, это позволяет данной кафедрой совместно с малым инновационным предприятием «Языковая мастерская» позволяет нашим обучающимся более качественно изучать иностранный язык. Вот, кстати говоря, вот вы говорите про иностранный язык и сказали, что приезжают преподаватели из-за рубежа. Вот такой вопрос. А вот преподаватели, которые приезжают из-за рубежа, они читают лекции на иностранном языке или на русском? То есть как студенты взаимодействуют с преподавателями, если они не знают русский язык, допустим? Отличный вопрос, но я скажу сразу, те, кто приезжали профессора, они достаточно свободно общаются на русском языке, но большинство лекций они все-таки читали на родном своем языке, соответственно. Как взаимопонимание студентов? Как показала практика, студенты достаточно хорошо понимают иностранный язык, тем более он достаточно такой оказался разговорный, можно сказать, легко воспринимаемый. Ну вот, допустим, студент, будущий первокурсник поступает уже на первом факультете, есть такая возможность общаться с преподавателем за рубежа. Просто, допустим, я вот не знаю, например, немецкий язык, да, там не знаю какой-то другой язык иностранный, как вот Нет, ну быть? у нас, как правило, уже поступают с определенным знанием иностранного языка. Естественно, может быть, он желает оставлять лучшего, но вот как раз сразу с первого курса, в принципе, они попадают в кафедру иностранных языков. Если есть такая необходимость, кафедра выступает консультантом и помогает в этом общении. Ага, то есть есть, да, то есть если человек не знает языка, есть человек, который будет помогать Да, конечно, разбирать лекцию. конечно.
Здорово, здорово. Ладно, А, продолжайте. Вторая кафедра – это кафедра информатики и информационных технологий. Соответственно, вы все понимаете в сегодняшней ситуации, Ну и да. бизнес, и производство сейчас все больше уходит в цифру, а уходит все больше в интернет. И, естественно, без этой компетенции современный квалифицированный специалист просто не может быть качественным, востребованным на рынке. В связи с этим данная кафедра помогает нашим обучающимся формировать эти компетенции, плюс параллельно наши обучающиеся могут получить помимо основного диплома второй диплом о профессиональной переподготовке. Направления самые различные, это может получить по менеджменту, по оценке бизнеса, Так, по подождите, получается, управлению студент, который финансами. обучается на вашем факультете, получает сразу 2 диплома? Имеет такую имеет возможность. возможность, да. То есть вот когда он защищает основное о высшем образовании, если он прошел обучение профессиональной переподготовки, то сразу с ним он получает и второй диплом о профессиональной переподготовке. Насколько я знаю, а в других факультетах есть такая возможность? Слава Сергеевна, мы просто об этом, по-моему, не говорили ни разу. Да, пока не слышали. Пока не слышу, что вот пока вы первый факультет, где есть такая возможность получить сразу 2 диплома. Так, ладно, что дальше? Причем, как я уже говорил, можно получить часто задают вопрос, платно или бесплатно это второе Вот, обучение, кстати, да. да, важный момент. Но, во-первых, хочу сказать, что есть платные, но у нас предусмотрено, что если вы являетесь студентом нашего факультета и университета, то, соответственно, вам предоставляются сниженные цены на профессиональную переподготовку. Скидки? Да, Как в магазинах. Да, А есть можно распродажи сказать так. какие-нибудь? Я не знаю, там на факультете. Распродаж нет, Поступай сегодня, тебе получишь скидку, там, приведи друга 50%. Нет? Такого нету, но у нас есть возможности по ряду проектов, в частности, допустим, используя цифровые сертификаты, можно обучаться бесплатно фактически за счет государства, получается, допустим, по цифровому маркетингу, по искусственному интеллекту, по биг-датам и так далее. Угу. Вот такой вопрос. Вы сегодня говорили уже, я слышал слово «бизнес», и я правильно понимаю, что студенты, обучающиеся на экономическом факультете, они могут обучиться не только в финансовой грамотности, но также еще могут разбираться в бизнесе, ну, образно говоря, да, то есть они можно сказать, что они выходят, после окончания выходят уже прямо, можно сказать, специалистами в области бизнеса и экономики. Можно так сказать? Абсолютно правы, потому что если вы хотите заниматься собственным бизнесом, безусловно, экономический факультет – это тот факультет, на котором вы получите все необходимые знания юридические, экономические, в области маркетинга, продвижения продукта, брендирования и так далее. Понятно. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. Вот, друзья, хочу вам сразу напомнить, что у вас есть возможность сегодня задавать вопросы в чат трансляции, поэтому на ваш вопрос сегодня ответит как декан, как и приемная комиссия нашего университета. Также сегодня у нас в гостях заместитель министра сельского хозяйства, поэтому вы можете получить ответ из первых уст. Вот, кстати говоря, Леонид Евгеньевич, такой вопрос по поводу господдержек. Вот хотелось бы поговорить. Вот я знаю, что на экономическом факультете есть бюджетные места, то есть нет, бюджетных мест нет, но есть возможность поступить по целевому направлению. Есть такая возможность. Вот хотелось бы вот тоже про это послушать, и какие-то господдержки тоже имеются от этого? Ну, начну, наверное, с господдержек. Безусловно, касается не только экономического факультета, но, в принципе, всех выпускников, которые заканчивают аграрный университет по сельскохозяйственным профессиям, специальностям и работают в сельхозпредприятиях. То есть, заканчивая агрономический факультет, экономический факультет, факультет ветеринарии и биотехнологии, молодой человек трудоустраивается в сельхозпредприятие на работу. Отработав 6 месяцев, он имеет право получить единовременное пособие, назовем подъемные, в размере 500 тысяч рублей. 500 тысяч? 500 тысяч, да, абсолютно на любые цели. То есть здесь не целевой характер этих денег. Наличными? Наличными, да. При этом деньги поступают на счет сельхозорганизации, где работает молодой специалист. При этом бюджет компенсирует предприятию порядка 250 тысяч – это уплата налогов, и 500 тысяч – это на руки уже чистыми молодому специалисту. То есть молодой специалист с этой суммы никакие налоги и взносы в бюджет не платит. Надо же. Но есть одно «но».
Так, но есть да, всегда, понятно, есть так. небольшое такое обязательство молодого специалиста отработать в сельхозпредприятии не менее 5 лет. Мгм. В противном случае придется возвращать эту господдержку. При этом часто задают вопросы, если я уволился с одного предприятия, перешел в другое, нужно ли возвращать. В этом случае возвращать не нужно. А вот если 500 тысяч платят, как бы зарплату это тебе еще попутно дают, если ты работаешь в этом предприятии? Конечно. Ну То ладно, а есть то у нас вдруг есть 500 тысяч на 5 лет дают просто и да, все. у нас есть государственная программа развития сельского хозяйства, где одним из целевых индикаторов является уровень заработной платы. Ага. То есть такому специалисту предприятие обязано платить не ниже индикатора госпрограммы. То есть на этот год это порядка 21 600 рублей. То есть не ниже этого уровня молодой специалист будет получать заработную плату. Мгм. Плюс еще к тому, что он получил 500 тысяч. Кроме этого, значит, у нас есть часто очень много таких случаев. Ребята, например, он проживал, родился в Абзелиловском районе, сейчас работает в группе компании «Таврос» в Благоварском районе. Соответственно, он уже признается нуждающимся по жилью. Соответственно, у нас есть государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой молодой специалист и молодая семья может получить субсидию на приобретение или строительство жилья в сельской местности. из Плюс расчет- 500 тысяч еще. Плюс 500 Ну, тысяч еще. я не знаю, это просто сплошной кайф, как такие возможности. Вот, Так, да. ладно. Что касается целевого приема, значит, абитуриент может поступить в аграрный университет, соответственно, по целевому приему. Заключается договор с сельхозпредприятием, соответственно, на обучение этого специалиста. В рамках этого договора предусмотрено, возможно, оплата за обучение этого абитуриента, либо это какие-то социальные выплаты, там, оплата проживания, стипендии. То есть, там, Это по желанию. да, ну это как договорятся две стороны, Мгм. да. Если я не права, коллеги меня поправят. Но и хочу сказать, что в рамках вот опять же комплексной программы развития сельских территорий с этого года мы вот эти затраты работодателя возмещаем. Сейчас возмещается 30% этих затрат, то есть то, что он все потратил на абитуриента или на повышение квалификации своего работника, сейчас государство возмещается. Со Мгм. следующего года это касается вузов подведомственных Минсельхозу Российской Федерации, непосредственно аграрный университет, то есть абитуриент аграрного университета или работник, который обучается в аграрном университете, мы будем компенсировать 90% этих затрат. Подождите. Это получается, если я поступаю на экономический факультет, провожу оплату, получается, за обучение, Да, то потом эти деньги, компенсируем. в размере 90% получаю обратно. Да, как работодатель, да, совершенно Так верно. бывает? Ну вот сейчас бывает. Это только в аграрном университете, во всех вузах будет так? Нет, это не во всех вузах, Ах, это касаемо, если это Тимирязевская сельхозакадемия, то есть тоже там компенсация идет, соответственно, из бюджета. В нашем случае, в нашем регионе, это Башкирский государственный аграрный университет. Обалдеть. Поэтому это Просто. еще одна возможность, еще один плюс в пользу аграрного. Я в шоке просто. То есть, уважаемые абитуриенты, у вас есть возможность поступить на экономический факультет, на коммерцию, плюс к тому, что со следующего года, правильно понимаю, да? 90% со следующего года, с этого года 30%. С этого года 30%, потом 90% вам будет возвращаться, а потом... Не вам, а работодателю. Работодателю, да. Который Потом, оплатил за вас. получается, потом вы идете на работу, которая Да. уже 100% есть. Да. Есть возможность получить 500 тысяч, Да, возможность построить себе дом, еще будет Совершенно зарплата. совершенно верно. Я не хочу, я пойду просто. Я в шоке, ладно. Так, что еще? Может, что-то еще интересное? Уже как, если с позиции дальнейшего карьерного роста, я так думаю, что молодые люди должны, наверное, для себя ставить планку уже, что вот заканчивая университет, я уже хочу кем-то быть, Мгм. наверное, да, и в большей степени все хотят быть как минимум управленцами среднего звена, но для этого, соответственно, нужны компетенции. То есть у нас ежегодно по линии Министерства сельского хозяйства за счет бюджета проводится обучение специалистов, руководителей, глав крестьянских фермерских хозяйств по различным Мгм. направлениям. Это растеневодство, животноводство, это биотехнологии, это цифровизация, то есть исходя из запросов работодателя. Вот эти все курсы тоже осуществляются за счет бюджета, соответственно, для слушателей это абсолютно бесплатно. Ну, это просто круто. У меня даже слова больше нет. Просто круто. Ладно, спасибо большое, Лярия Ефимовна. Сейчас приступим к разбору вопросов из чата. Светлана Сергеевна, сейчас я буду вас мучить вопросами, поэтому приготовьтесь. Я готова. Вот тут, кстати говоря, очень много зрителей нас приветствуют, они пишут: добрый день, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Мы всех очень рады приветствовать в нашей трансляции, поэтому не забывайте писать вопросы, которые мы обязательно ответим. И также сегодня очень много интересной информации будет по поводу обучения на экономическом факультете. Вот, кстати, вопрос такой, Светлана Сергеевна, от Тимура Хусаинова. Здравствуйте, можно ли поступить с информатикой в ваш вуз? Такой вопрос. Тимур задал очень хороший вопрос. Но он, наверное, больше обобщающий по всем факультетам, наверное, Ну, только здесь по я отвечу, экономическому. что можно поступить на направление подготовки бизнес-информатика, но Мгм. сдавать придется туда математику, русский язык и обществознание. Вот так. То есть- Информатики, к сожалению, в перечне вступительных испытаний у нас нет.
То есть, как так? Бизнес-информатика, а сдавать там математику и русский. Математика, русский это обязательно. Ну имеется в виду математика, русский и обществознание, точнее говоря. Обществознание здесь мы выбрали из перечня, потому что достаточно большое количество абитуриентов выбирает именно этот предмет. И здесь больше такое общее изучение, Виталий Алексеевич, наверное, может добавить, да, вот, на именно этой специальности, поэтому сознание обществознания будет интересно здесь учиться. Угу. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вот еще такой вопрос. Алсу Зиединова задает вопрос. Сколько платных мест на факультете, хватит ли места? Потому что, мне кажется, после той информации, что сейчас вы услышали, народ просто хлынет. После того, что сегодня услышат наши абитуриенты, нам придется увеличивать количество мест, я так думаю. И вот как быть? Сколько платных мест? Хватит. Хватит всем. Супер, супер. Так, вот такой еще вопрос. Задает нам TR-ON. Такая интересная имя, фамилия у него. Существует ли возможность перевода из других вузов на ваш факультет? Виталий Алексеевич или Светлана Сергеевна, как вам удобно? Кто ответит? Конечно, существует. К нам ежегодно приходят порядка, наверное, 80 человек из других университетов, из авиационного университета, и из других университетов. Причем не всегда прямо по экономическим переводится, а по близким, скажем так, направлениям подготовки. Естественно, мы рассматриваем документы, принимаем, составляем индивидуальный план погашения, скажем так, разницы, которая существует. И то, что они идут к нам, как раз, наверное, говорит о том, что они видят в нас свое будущее и качественное образование. То есть студент имеет право, имеет возможность поступить? Да. Прекрасно, прекрасно. По итогам года обучения можно выбрать любой другой вуз. Угу. Кстати говоря, вот я смотрю, сейчас у нас очень много достаточно уже зрителей нашей трансляции, и вот отсюда вопрос, именно к абитуриентам сейчас вопрос у меня. Есть ли среди наших зрителей те, которые уже были на предыдущих трансляциях, просто хочется посмотреть на активность наших абитуриентов, какой факультет, может быть, уже вы выбрали, что еще хотите узнать про экономический факультет, тоже хочется с вами об этом поговорить. И продолжим разбирать вопросы. Вот такой вопрос задает Тимур Хусаинов, снова по очереди, будем. Какие направления IT есть у вас? IT-направления у нас есть какие-то? Бизнес-информатика. Про бизнес-информатику, наверное, побольше нужно просто рассказать. Да, скажите, пожалуйста, Алексей. В принципе, у нас достаточно, скажем, если говорить об IT-направлениях, то пока у нас лицензированы и принимаем мы на направлении бизнес-информатики, соответственно, это симбиоз дисциплин и компетенций по информатике, программированию, информационных систем, как я уже говорил, цифровой экономики. И, естественно, их учат бизнесу, причем бизнесу электронному чаще всего. Это и открытие электронных магазинов, и создание и поддержка сайтов, раскрутка сайтов, и вообще основам предпринимательства можно организовать свой бизнес в этой сфере. И есть планы, что данное направление будет развиваться по прикладной информатике, но это планы, я думаю, ближайшего будущего. Здорово, здорово. Так, поэтому, Тимур Хусаинов, варианты есть. И обязательно это как и бизнес, ведение бизнеса, как и интернет-магазины, так и основам экономики. Так, едем дальше. Вот тут еще, кстати говоря, вопросы уже начались в достаточно таком количестве. Анна Орлова задает вопрос. Почему стоит выбрать именно ваш факультет? Какие у вас есть преимущества перед другими факультетами, кроме тех, что вы назвали? Хотел сказать то, что вы только присоединились, но, видимо, хотят еще послушать по преимуществам. Наверное, все-таки интересно еще послушать про дальнейшее трудоустройство после окончания, то есть какие перспективы есть у экономического факультета. Хорошо, я, наверное, начну, если что, Ляля может подтвердить или продолжить. Безусловно, одно из дополнительных преимуществ – это то, что наши специалисты востребованы. Это, можно сказать так, подтверждается тем, что к нам постоянно обращаются работодатели, и очень крупные, это и
Таврос, и Газпром, и ВТБ банк, Россельхозбанк, и крупные сельскохозяйственные, агропромышленные предприятия, которые очень рады видеть наших выпускников в своих рядах, в составе своих трудовых коллективов. И действительно, это хорошая стартовая площадка для дальнейшего своего развития, для развития карьеры, так как экономика, она есть во всех отраслях, на любых формах организационно-правовых, без экономики никуда. На маленьких предприятиях, средних, в холдингах и так далее. Поэтому мест работы, скажем так, очень много. Наша компетентность наших выпускников позволяет работать. И у нас очень много очень успешных выпускников. Вот Ляля Ефимовна одна из них. Да. Серьезно? Вы закончили экономический факультет? Так, ладно. Все, тем не менее, Ляля Ефимовна, скажите, может быть, вы тоже можете что-то добавить про перспективу, про трудоустройство? Безусловно, вот когда я поступала на экономический факультет, я, конечно, там, скажем, сейчас уже, можно сказать, шла туда неосознанно, как сказали, куда идти, туда пошла. Но сейчас немножко абитуриенты, наверное, другого плана, они уже примерно себе хотя бы, наверное, 5-летку рисуют, кем они хотят быть. И сама лично я заканчивала экономический факультет очень-очень давно, но хочу сказать, что вот еще раз повторю, как в том брифинге говорила, я никогда ни о чем не пожалела, потому что действительно серьезная база. И я помню, вот у нас была преподаватель бухгалтерского учета Газима Шерифьян, многие ее помнят, она почти, наверное, всю республику учила бухгалтерскому учету. Вот ее формулировка, которая она работает до сегодняшний день, специалист, который знает бухгалтерский учет и экономику в сельском хозяйстве, может работать в любой абсолютно отрасли. Это совершенно верно, потому что сельское хозяйство специфическая отрасль, я сказала, достаточно сложная отрасль, и люди, которые действительно, вот, студенты, выпускаясь отсюда, они обладают серьезным багажом знаний, которым позволяет работать и в «Газпроме», и в «Транснефти». То есть, как ни странно, сегодня выпускники аграрного университета работают в этих крупных корпорациях, работают достаточно успешно. Ну и плюс факультета, я хочу сказать, что сегодня мы говорим о том, что любой, наверное, руководитель среднего звена, руководитель крупного холдинга, руководитель фермерского хозяйства, хочет он это или не хочет, он сегодня работает с экономическими инструментами, с финансовыми инструментами, приходится принимать те или иные решения. То есть, да, есть специфика ветеринарии, там, агрономии, но у нас сегодня все вытекает в финансы, в экономику, в цифровые технологии. Вот это как раз базу дает экономический факультет. То есть, можно сказать, что обучение в экономическом факультете – это не просто слова, это Безусловно. Действительно... как вы сказали, то, что столько людей, выпускники, они сейчас занимают места в крупных компаниях. Здорово. А вот, кстати говоря, мы сегодня будем разбирать только вопрос. Также у нас есть несколько видеороликов, которые можем послушать. Вот, например, видеозапись от ведущего работодателя, директора Башкирского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Николаевич Самсонов. Давайте скорее послушаем, посмотрим, что он нам расскажет. Добрый день, уважаемые преподаватели Башкирского государственного аграрного университета. Добрый день, уважаемые ребята. Хочу обратиться к юным гостям университета. Раз вы сегодня здесь, значит, вы уже сделали первый шаг в выборе дела всей своей жизни. И очень хорошо, что одной из ступенек успешно трудятся в Россельхозбанке, в том числе 29 выпускников вуза в разные годы поднимались в нашем банке по карьерной лестнице, добились разных производственных успехов, позиций в карьерной лестнице, то есть достаточно успешно себя реализовали. Мы всегда рады работать со специалистами, которые получили образование в стенах университета, потому что уверены, здесь работают лучшие преподаватели, здесь дают лучшие знания и умения. Все то, что помогает выпускникам высшего учебного заведения быть конкурентоспособными на рынке труда. Россельхозбанк, в свою очередь, всегда готов поддержать вуз, становясь площадкой для приобретения студентами практических навыков. Ежегодно мы, как банк, принимаем студентов кафедры «Финансы и кредит» Аграрного университета на производственную и преддипломную практику. За годы нашего взаимодействия в башкирском филиале Россельхозбанка прошли практику почти 500 студентов. И сейчас, когда постепенно снимаются ограничения, вызванные вирусом, мы вновь готовы принимать в наших стенах студентов аграрного вуза. К числу очевидных преимуществ прохождения практики в системе
Россельхозбанк, относится не только закрепление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин и получении практических навыков по выбранному направлению, но и полное погружение студента в производственный процесс. У проходящих практику молодых людей появляется уникальная возможность неограниченного общения с высококвалифицированными банковскими специалистами, потому что мы обладаем хорошими компетенциями с точки зрения приложения финансов в агросферу. Поэтому это общение на нашей производственной площадке очень ценно и очень полезно будет для вас с точки зрения объединения ваших теоретических будущих знаний с практическими навыками, которые можно отрабатывать на площадке нашего филиала. Хочу сказать, что Башкирский аграрный университет стоит в ряду крупнейших сельскохозяйственных вузов страны, являясь центром аграрного образования и науки. И банк, который заинтересован в привлечении перспективных молодых специалистов, старается оказывать всестороннюю поддержку университету. В рамках благотворительной деятельности, направленной на развитие талантливой молодежи, мы ежегодно проводим конкурсы, поддерживаем стипендиями особо одаренных, талантливых и, самое главное, заинтересованных в своем развитии студентов. Мы понимаем, что в человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь и стараемся поддерживать лучших студентов. Кроме этого, в рамках поддержки университета в марте 2020 года банк выделил средства на ремонт и оборудование брендированной аудитории. И уже в новом учебном году вы, будущие студенты университета, сможете постигать азы финансово-экономических дисциплин в этой обновленной современной аудитории, оборудованной с учетом требований времени. Аграрный сектор экономики республики очень нуждается в молодых и активных специалистах. И нам повезло, что в Башкортостане есть свой аграрный университет, обладающий известными научными школами, высококвалифицированными кадрами преподавателей, современной технологической и информационной базой. Уверен, стать студентами этого университета – это отличный старт, который поможет вам в дальнейшем достичь серьезных вершин в своей карьере, стать настоящим профессионалом своего дела, найти свой жизненный путь. Желаю вам в этом удачи. Ну что ж, друзья, вот такой ролик нам продемонстрировали, где ведущий работодатель, директор башкирского генерального филиала Россельхозбанка Алексей Николаевич рассказал про востребованность, про практику, про карьеру. Ну и также, друзья, мы продолжаем разбирать вопросы из чата. Вот такой вопрос нам задает Лилиан Моррес. Из Италии, может быть, хотя пишет на русском языке. Есть ли в ВУЗе общежитие и на каких условиях оно предоставляется? Если да, то какова цена проживания за год? Имеются ли какие-либо дополнительные услуги в общежитии? Вот такой вопрос. Светлана Сергеевна, Виталий Алексеевич, кто будет отвечать? Ну, давайте я отвечу. Безусловно, наш университет, наверное, один из немногих университетов, где общежитие предоставляется абсолютно всем желающим. Студенты экономического факультета проживают в 6-м общежитии. Очень... это как? Это... Далеко? Ну, скажем так... В шаговой доступности. Нет, ну и может быть не в шаговой доступности, но достаточно близко. Это тоже центр Уфы, это около, раньше был торговый центр Башкирии. Но плюс является в том, что очень комфортабельные комнаты. В каждой комнате есть собственный санузел, что немаловажно, не общий какой-то там на этаже. Да? Поэтому, в принципе, кто проживает, они очень довольны обучением. Что касается стоимости, вообще стоимость, она минимальная, насколько я знаю, в районе там была 20 рублей в день, но экономический факультет, вот прошлый год мы еще решим, скажем так, будет ли, руководство решит, будет или нет в этом году, но экономический факультет, прошлый год прием, они проживали бесплатно. В общежитии. Да.
бесплатно. Вот, просто у нас другие факультеты, мы как бы Светлана Сергеевна смотрим, у кого дороже общежитие, на каком факультете. Так вот, в экономическом факультете можно получить в будущем году, правильно понимаю, да? Или уже? Бесплатно они уже те, кто поступили на следующий год, но если и будет плата, то она будет, вот как я назвал, она символическая. Ну, 20 рублей это практически бесплатно, если 20 рублей в день. Так, едем дальше. Вот такой вопрос Настя Васильева задает. Можно ли уже подать заявление на поступление без результатов ЕГЭ? Светлана Сергеевна. Можно подавать заявление и даже нужно, потому что сегодня мы принимаем и онлайн, и личный прием, подают документы на обучение, при этом ЕГЭ мы получаем результаты из федеральной базы. Угу. Абитуриенты по срокам, школьники, выпускники по срокам расписания сдают ЕГЭ, и федеральная база нам показывает результаты, потом начинаются рейтинговые списки, до 18-го прием документов продлится, 19-му размещаем рейтинги, ну они у нас и сейчас можно с баллами видеть, пока просто они будут без баллов, и зачисление начнется уже после 20 августа. После 20 августа. Угу. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Так, следующий вопрос. Аделина Тимирханова, расскажите, пожалуйста, как происходит отбор студентов на стажировку в зарубежные страны? Вот, тоже немаловажный вопрос и актуальный сегодняшний день. Так, кто будет отвечать? У нас достаточно большой перечень предлагает отдел международных связей программ стажировки в различные страны, и европейские страны, и США. Да, я могу подтвердить, да, уже в 5-й раз. И здесь что следует отметить? Отбор, конечно же, идет, во-первых, по успеваемости. Подают заявки, естественно, успевающие лучшие студенты, чтобы они могли без отставания от учебы продолжить. Ну и, конечно же, знание языка – это обязательно, потому что отбор проводят представители фирм, тех фирм, которые выбирают себе работников, специалистов, практикантов. Поэтому здесь знание языка, конечно же, основной аспект. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Так, едем дальше. Просто очень много вопросов, хочется все разобрать. Задает вопрос Динара Нигматуллина. Ответьте, пожалуйста, сколько баллов нужно набрать, чтобы попасть на платное место? Ну, сейчас мы затрудняемся, конечно, сказать, сколько будет у нас пороговый балл. Но скажем, что отчет нужно считать по прошлому году, например, 180 баллов и выше. Будем на это ориентироваться. Примерно. То есть примерно сумма баллов по 3 предметам, плюс индивидуальные достижения до 10 баллов, 180 и выше. Спасибо большое. Ну, я думаю, если там чуть меньше, то стоит все равно подать. Это уже средний потому, что показатель, по итогам нескольких лет мы его озвучиваем. Просто варьируется. Чуть меньше 180, чуть больше. Понятно. Так, вот Анна Орлова пишет, видимо, отвечая на вопрос, что они не смотрят другие факультеты, потому что интересует ваше направление подготовки. Вот так, интересуются экономическим факультетом. Вопрос от Алии. Здравствуйте. Какую поддержку оказывают иностранным студентам? Вот такой вопрос. Какую поддержку все-таки оказывает, Виталий Алексеевич? Ну, на самом деле иностранным студентам оказывается всесторонняя поддержка. Это касается и условий проживания. То есть они проживают в комфортабельных номерах. Это касается и дополнительным курсом по изучению русского языка, которые они все проходят и, соответственно, уже владеют. Ну, кроме того, у нас и заместители декана по воспитательной работе курируют особенно иностранцев, то есть скажем так, насколько они тесно входят в контакт, насколько они адаптируются к нашим российским условиям. То же самое очень международный отдел курирует наших иностранцев. В принципе, все они чувствуют себя хорошо, все они довольны, насколько я знаю, то, что обучаются на нашем факультете. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. Ну что ж, друзья, мы с вами плавно переходим к следующей рубрике «Видео-вопросы». Дело в том, что нам прислали вопросы на нашу почту, поэтому мы постараемся прямо сейчас их тоже разобрать, но не переживайте, ваши вопросы с чата мы тоже разберем. Итак, первый видео-вопрос. Давайте посмотрим, послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Николаевна. Я хочу узнать, мой сын хочет поступить в магистратуру на экономическое отделение и выбирает вуз. Скажите, пожалуйста, магистратура у вас аккредитована, и на какие направления он может подать заявление, документы? Ну что ж, вот такой вопрос задали нам, и тем не менее хочу поинтересоваться. Вот хочет человек поступить в магистратуру, выбирает вуз,
Аккредитована ли у нас магистратура и какие направления могут подать документы все-таки? В целом, наверное. В целом по университету у нас направления подготовки магистратуры, они, во-первых, продолжением бакалавриата. Мгм. Полноценно можно освоить оба уровня высшего образования, бакалавриат, затем поступить в магистратуру. И все направления аккредитованы. Вот мы буквально в этом году новые все направления, которые подали на лицензирование, лицензировали, и сейчас прошли они все аккредитацию. Мгм. Ну, экономика, в частности, в том же числе, она тоже аккредитованная, тоже можно, как Виталий Алексеевич уже вначале сказал, можно подавать документы, поступать, и если основное, что здесь беспокоит вопрос, получить диплом государственного образца. Можно вот, Светлана Сергеевна, для школьников как-то в двух словах, что значит аккредитация, чтобы они понимали тоже? В образовательных программах принципиальных каких-то отличий нет. Здесь, наверное, больше возникает вопрос по диплому. Если направление подготовки не аккредитованное, диплом выдается не государственного образца, а образца университета. А если Но отличий аккредитованное? принципиальных Мгм. нет, и экзаменационная комиссия. И единственное, что те законодательным, что предусмотрено законодательством или образовательной программы на аккредитованных направлениях, это, например, для заочников, наверное, больше оплачиваем отпуск и так далее. Конечно, здесь на аккредитованных направлениях преимущества все используются, поэтому все направления, которые мы лицензируем, мы вовремя подаем на аккредитацию. Здорово. Так, отлично. Давайте приступим к разбору следующего видеовопроса. Давайте посмотрим. Все. Здравствуйте, меня зовут Даша. Я ученица Осиновской средней школы Бирского района. Я не очень люблю математику. Вас сложно учиться. Я справлюсь? Да, интересный вопрос. Согласен, я, кстати, могу согласиться. Я тоже не очень люблю математику. Тем не менее, сложно ли обучаться, справится ли человек? Потому что вот, когда у нас был день открытых дверей механического факультета, нам сказали, нам декан говорил, что как бы нужен инженерный склад ума. Вот как все-таки дела обстоят на экономическом факультете? Нужно ли с рождения быть экономиком, чтобы поступить? Или все-таки как-то главное желание? Ну, во-первых, я абсолютно согласен, что главное желание, Мгм. главное способности и главное верить в свои силы. С другой стороны, хочу сказать, что экономика, она очень разная. Есть она и аналитическая для тех, у кого как раз такой склад ума. Есть она и деловая для бизнеса. Есть она и где нужен предпринимательский склад характера. Есть она и цифровая экономика. Есть и коммуникационная, где она требует общения с теми же потребителями. Поэтому я думаю, человек с любым складом ума, характера вполне может поступать на экономику и найти свою нишу. Мгм. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. Лярий Ефимовна, вот вам тоже вопрос. Вот по поводу практики тоже интересуются у нас абитуриенты, все-таки говоря, и студенты тоже. Скажите, пожалуйста, вот как-то в Министерстве сельского хозяйства можно проходить практику студентам экономического факультета? Безусловно, можно, и они проходят практику То ежегодно. скажите, пожалуйста, в чем заключается практика Приходит конкретно? студент к нам, то есть с 40 моментов, да, вуз, у нас есть договор, соответственно, с работодателем, в данном случае выступаем мы заключаем договор о прохождении производственной практики студентами экономического факультета и других факультетов, ну и начинается непосредственно полноценный рабочий день. Мгм. У нас... С 9 до 6? Или с 9 до 5? С 9 до 6 это для всех, Ага. а для министерских работников когда как. То есть Мгм. с Ну, понятно, в 24 зависимости от работы, да. 24/7, да, и так далее. Но, как правило, у нас нет такого, что принеси, подай, унеси. То есть мы стараемся студентов уже непосредственно погружать в сам производственный процесс, Мгм. то есть определять, закреплять какой-то ответственный участок работы по формированию документов, по формированию отчетности. То есть в основном это работа с документацией, Да, в принципе, в основном экономика. так, да. Мгм. То есть деньги считать не дают. Деньги считать не даем, но вместе, то есть выезжаем это в районы, у студентов есть возможность посмотреть, как сегодня развиваются предприятия, побыть непосредственно на той же ферме, на том же поле, чтобы понимать, о чем идет речь. Мгм. То есть там не нужно будет перебирать колосочки, нужно конкретно заниматься серьезной документацией, связанной с экономикой. Да. Круто. Так, ладно, про практику мы поговорили, давайте приступим к разбору вопросов из чата. Итак, следующий вопрос. Какие условия для учебы за рубежом, кроме языка? All must. Вот такой человек задает нам вопрос. Кто готов ответить на этот вопрос? Какие условия для учебы за рубежом? Основное условие, как я уже говорила, это успеваемость. Для того, чтобы пройти отбор на стажировки или на практике за рубежом, нужно, конечно, быть успевающим студентом. Мгм.
И каждая из фирм, которая с нами сотрудничает, она выставляет свои условия. У каждой свои условия, которым должен соответствовать. Где-то нужны определенные навыки, где-то нужны определенные знания, поэтому здесь нужно будет проходить и отборы. Это не просто так, что вот захотел и поехал. Конечно же, отбор определенный будет, конкурсная ситуация тоже. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вот снова возвращаемся к практике. Следующий вопрос из чата. Анна Орлова снова задает. Помогаете ли вы студентам с поиском мест для практики? Виталий Алексеевич. Безусловно, я уже говорил, что у нас есть и перечень базовых хозяйств, который вот с министерством согласован, где уже предприятия готовы брать на практику как обучающих, так и на стажировку преподавателей. Кроме того, я говорил о том, что многие работодатели обращаются к нам за выпускниками, то есть они с удовольствием еще примут их вначале на практику, посмотрят, что они из себя представляют, и уже потом, в случае, если обе стороны будут довольны, то принимают на работу. Сразу после, то есть после окончания? Да, после окончания. А вот, кстати, такой вопрос. Есть ли возможность у студентов работать попутно, обучаясь на факультете? Потому что мы на предыдущих днях, когда тоже задавали такой вопрос. Безусловно, такая возможность есть, вплоть до того, что мы можем даже переходить в ряде случаев на индивидуальные планы обучения. Но единственное, скажем так, конечно, условие – это успеваемость по учебе, все-таки очное обучение, они должны успевать по учебе, но и мы особенно приветствуем и поддерживаем, если дополнительная работа идет по профессии. То есть, если они обучаются на бухгалтерском учете, то тогда ведение где-то бухгалтерского учета и так далее. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. Так, давайте снова приступим к разбору видео вопросов, потому что есть еще один тоже интересный вопрос. Давайте тоже посмотрим, послушаем. Зовут Арсланова Алина, я заканчиваю школу. Мои подруги советуют мне поступать на экономический факультет аграрного. Есть ли подготовительные курсы для поступающих? Что ж, вот такой тоже интересный вопрос. Как говорит, подруги посоветовали только экономический факультет нашего университета. Все-таки есть, Светлана Алексеевна, какие-то подготовительные курсы для поступления на экономический Здесь факультет? сначала следует отметить, подруги плохого не посоветуют. Да. Женская солидарность. Здесь скажу, что у нас функционирует успешно Центр подготовки к ЕГЭ. В рамках этого центра мы проводим курсы различной длительности и различных объемов программ. Если касаемо экономического факультета, математика, русский язык и обществознание, эти курсы у нас реализуются. Можно записываться, будет с 1 сентября. Причем в сентябре мы планируем провести день открытых дверей Центра подготовки к ЕГЭ. Приглашаем принять участие. Возможно, в таком же формате мы тоже его и проведем. Так, все, спасибо большое, Светлана Сергеевна. Я думаю, что на вопрос ответ получили. Так, едем дальше. Такой интересный вопрос. Видимо, на будущее сразу смотрит не очень уверенный человек, мне кажется. Катрин Рен задает такой вопрос. Много ли человек отчисляют? Ну, сразу скажу, что мы стараемся работать максимально с обучающимися, то есть создавать условия. Что касается много, скажу еще раз, что наша задача – это чтобы обучающиеся смогли получить необходимый уровень знаний и обучиться. Ну, за последний год у нас 2 отчислены, 1 студент из Индии по семейным обстоятельствам, не связанным с учебой, ну и 1 за неуспеваемость. Я думаю, это немного. Ну, я думаю, что там надо быть, наверное, прямо максимально сильно ничего не делать, там буквально не ходить на пары, не заниматься, только тогда уже будут проблемы с учебой. То есть отсутствие абсолютное желание учиться. То есть имеется в виду, что если студент не успевает, не получается, не понимает, то есть есть возможность как бы поддержать студента, помочь, чтобы, лишь бы не отчислить. Преподаватели стараются работать индивидуально, индивидуальные задания давать, консультации индивидуальные. Поэтому, Катрин, если тебя так зовут, Катрин, ты не переживай, преподаватели поддерживают, если будет что-то не получаться, отчислять тебя из-за этого не будут. Так, едем дальше. Такой вопрос. Аделина Тимирханова. Прием документов на поступление начинается с 19 июня. Можно ли подать документы, когда результаты ЕГЭ еще не будут известны? По-моему, такой вопрос уже был. Да, мы на него уже ответили. Подавать документы можно. Результаты ЕГЭ после того, как сдадут, мы из федеральной базы узнаем. Все, так, едем дальше. Милана Андреевна. Андреева, прошу прощения. Здравствуйте. Будут ли бюджетные места на направление бизнес-информатика?
Тут можно кратко ответить, наверное, да? На этот год пока мест не будет. Только Бюджетных. платные. Только Бюджетных. платные. Но, как мы уже Да. мирно говорили, возможно компенсация. Компенсация очень хорошая, перспективы на будущее просто нереальные. Так, едем дальше. Какие кружки, секции есть для студентов? Опа, важный вопрос. Ну, очень интересный вопрос. Безусловно, у нас две сильные стороны всего университета, не только экономического факультета. Это спортивная составляющая и творческая составляющая. Безусловно, у университета есть прекрасная база спортивная, объекты, можно сказать, даже международного уровня. Это прекрасный бассейн новый, да, где условия позволяют даже заниматься дайвингом. Это центр пляжных видов спорта, огромное количество спортивных залов, тренажерных залов. Поэтому можно заниматься, как повышать уровень мастерства на уровне именно профессиональном. У нас есть, ну, допустим, феоктистов, выпускник экономического факультета, кто интересуется волейболом, да, и так далее. То есть, действительно, профессионалы международного уровня. Но и можно заниматься бесплатно на начальном уровне для себя, скажем так, для здоровья. Что касается, это, если я не ошибаюсь, больше 30, да, различных секций спортивных. Ну и есть, наверное, ни у кого из вузов нет такого прекрасного дворца молодежи, как у нас, да, где огромное количество различных возможностей для занятия бальными танцами, народными танцами, конферансье и очень-очень многим другим. То есть развивать себя творчески под руководством очень опытных наставников, заслуженных деятелей культуры республики. То есть, я думаю, что не каждый университет может похвастаться тем, что у нас есть свой собственный дворец молодежи, есть огромный физкультурно-оздоровительный комплекс, 2 бассейна. То есть, в нашем университете, не только на факультете, то есть в университете в целом уделяют время, точнее, уделяют силы, ресурсы для того, чтобы студенты развивали себя не только в своей профессии, своей будущей специальности, но и как с творческой стороны, так и в спортивной жизни. Так, едем дальше. Вот такой вопрос. Здравствуйте, интересует вопрос. Возможно ли перевести из другого университета пятый курс в ваш универ на 5-й курс заочно? Так, Светлана Сергеевна, возможно ли? Или Виталий Алексеевич, как вы считаете? Ну, в принципе, возможно, если они обучались, наверное, уже если 5-й курс, то по тому же направлению. Потому что иначе разница может быть достаточно большой. Что... Но здесь следует отметить, что нужно процедурно соблюсти, изучить положение на нашем сайте. И там подробно описано, какие документы нужно предоставлять. Это обязательно справка об обучении, в соответствии с которой здесь уже посмотрят индивидуальную программу обучения, с какого курса можно будет начать и продолжать. Но бывают такие случаи, что только на защиту выпускной квалификационной работы переводятся и защищаются. Все, отлично, поэтому возможность есть. Так, едем дальше. Вот такой вопрос. Бизнес-информатика. Это больше информатика или экономика? Тимур Хусаинов спрашивает. Ну, я уже отвечал на этот вопрос, что это, скажем так, симбиоз, да, причем гармоничный симбиоз и информатики, и бизнеса. Можете посмотреть более детально план, если вас интересуют какие-то конкретные дисциплины, они уже вывешены на нашем сайте. Там достаточно много информатики и бизнеса. Так, все, спасибо большое. Едем дальше. Вот такой такой вопрос. Имеет ли вуз лицензию? Аккредитация факультета до какого года? Что будет, если срок закончится, а ты не успеешь выпуститься? Вот люди прямо беспокоятся за аккредитацию. Ну, университет имеет лицензию. Все направления подготовки, которые мы реализуем, и специальности, они в обязательном порядке лицензированы. Указаны в этой лицензии. Лицензия у нас бессрочная. Аккредитация дается сроком на 6 лет. В период ближайшей аккредитации мы будем подавать на аккредитацию заблаговременно все в лицензии заявленные направления подготовки. Поэтому здесь переживать не нужно. Мы в таком состоянии, конечно же, ни одного студента, ни одного выпускника не оставим. Все это регулируется, и все это под контролем. Все. Так, спасибо большое. Вот, кстати говоря, небольшой отзыв у нас уже есть в трансляции. Алия пишет: очень много ценной информации, решила, что буду поступать на ваш факультет. Вот так. Вот такой еще вопрос. Добрый день. Группа садово-парковое строительство. Будут ли бюджетные места на заочное отделение? И как будет проходить вступительные испытания, если поступать после техникума? Это мы сейчас, как я понимаю,
Ну, видимо, человек переносимся на факультет агротехнологий или Нет, я поступает так на думаю, экономический что все-таки? Лера Хамитова имела в виду, что она сейчас обучается в техникуме на группе садовое парковое строительство, наверное, как-то И так. желает поступать именно на экономический Ну, факультет. судя по всему, да. Для выпускников профессиональных учебных заведений. После того, как они получают документ образования, подают заявление в университет, прилагают документ образования и сдают вступительный экзамен. Если это экономический факультет, математика, русский и обществознание. При этом по желанию абитуриентов можно сдавать и экзамены, и подавать документы в дистанционном формате, либо явиться лично в университет. Для этого у нас соблюдены все санитарные и эпидемиологические нормы. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Так, еще вопросы. Кстати говоря, сегодня у нас очень много вопросов, касающихся именно поступления на экономический факультет. Видимо, люди уже все обдумали, они уже решили, теперь ищут самые удобные пути. Так, вот такой еще вопрос. Почему ваш факультет не имеет бюджетных мест? Так, кто готов ответить? Лярия Ефимовна, может, вы скажете, Виталий Алексеевич? Все-таки почему? Ну, скажем так, если вы посмотрите наличие бюджетных мест по всем вузам нашей республики, да и Российской Федерации, лишь считанные вузы имеют считанное количество, скажем так, бюджетных мест, 2, 5 мест и так далее. Да? Поэтому это политика, государственная политика, да, поддержки тех направлений, которые государство считает важным поддержать. То есть экономическое направление они считают, что достаточно востребовано, что может вполне эффективно реализовываться и без дополнительной государственной поддержки. Это на мой взгляд. Так, Олег, хотите добавить? Ну, да, я немножко скажу, наверное, в плане того, что бюджетные места выделяются, соответственно, это учредителям. Здесь, в данном случае, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Миноборнауки Российской Федерации. Вот. Виталий Алексеевич правильно сказал, что распределение вообще бюджетных мест идет исходя из кадрового обеспечения основных отраслей экономики, ну и как в целом, если говорить, например, по Российской Федерации, по Республике Башкортостан, в целом по экономике у нас действительно преобладает, скажем, предложение над спросом. То есть экономистов достаточно много, выпускают различные вузы, колледжи и так далее. Да? Но поэтому вот в части агропромышленного комплекса вот, у нас огромный дефицит сегодня агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей. Есть дефицит экономистов, бухгалтеров именно со специализацией сельское хозяйство. Если, порядка, вот, если говорить, у нас 54 района, более 6 тысяч фермерских хозяйств, там, да, у нас порядка 46 бухгалтеров и 52 человека экономистов, это нужны вот на сегодняшний день в нашей аграрной отрасли. Спасибо большое, Лилия Ефимовна. Так, друзья, ну что ж, у нас немножечко времени не хватает, чтобы разобрать все ваши вопросы, но вы не переживайте, вы можете задавать свои вопросы на горячую линию, и обязательно приемная комиссия нашего университета ответит на ваши вопросы более подробно. Ну и в завершение хотелось бы добавить информацию от выпускников университета, которые тоже закончили экономический факультет, ну и расскажут вам про обучение, перспективы, ну и каких высот они достигли. Давайте послушаем. Привет тебе, будущий абитуриент! Меня зовут Ксения. Я окончила Башкирский государственный аграрный университет, экономический факультет в 2019 году. В настоящее время работаю бухгалтером в крупной международной лизинговой компании. Наверное, в жизни каждого человека возникает вопрос, кем я хочу стать, куда мне пойти учиться. В 2014 году, сразу после окончания колледжа, передо мной встал точно такой же вопрос. И я выбрала Башкирский государственный аграрный университет. Потому что аграрный университет – это государственное высшее учебное заведение с 90-летней историей. Здесь вы можете получить повышенную стипендию и 2 высших образования одновременно. Шанс пройти стажировку за рубежом и трудоустроиться уже во время учебы. А для творческих людей у нас есть дворец молодежи, где они успешно могут развивать свои навыки. Если не знаешь, как поступить правильно, поступай в Башкирский государственный аграрный университет. Здравствуйте, уважаемые выпускники школ. Меня зовут Полякова Эльмира Ильгизовна. В 2013 году я закончила Башкирский государственный аграрный университет по специальности бухучет, анализ и аудит. В данный момент я работаю в Давлеканском муниципальном унитарном предприятии «Тепловые сети» по специальности. За все это время ни разу не пожалела о том, что поступила именно на экономический факультет Башкирского государственного аграрного университета. Преподаватели там очень хорошие, отзывчивые.
всегда готовы помочь, объяснить, разъяснить, идут на уступки, предлагают какие-то новые идеи, варианты обучения. В общем, вся вот эта студенческая жизнь, она была прекрасно наполнена многими эмоциями, переживаниями, стараниями. Поэтому я вам советую поступить именно в этот вуз для того, чтобы выбрать свою профессию по душе. Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Меня зовут Ахмедшина Мадина, я являюсь выпускником экономического факультета Башкирского государственного аграрного университета 2016 года. Параллельно обучаясь на 2 специальностях, я закончила обучение с отличием. В студенческие годы я активно принимала участие в жизни университета, выступала на сцене нашего Дворца молодежи. Также я была назначена старостой группы. Участвовала в конкурсе красоты, но при этом не забывала про исследовательскую деятельность. Много писала научных статей и представляла университет в различных конференциях. На данный момент я работаю в многофункциональном центре главным специалистом сектора последующего контроля. Я убеждена, что Башкирский государственный аграрный университет – это та ступень, которая дает нам фундамент для вашей будущей карьеры. Ребят, всем привет! Меня зовут Карина. Я окончила Башкирский государственный аграрный университет в 2017 году. Училась я на экономическом факультете по специальности менеджмент. После окончания вуза я с легкостью нашла работу, работаю в банке уже 3-й год по специальности. Поэтому поступайте в аграрный, я обещаю вам, что вы не пожалеете. Всего вам доброго! Ну что ж, вот такие по-настоящему замечательные ребята, крутые выпускники экономического факультета. Очень было интересно послушать. Спасибо вам большое. Ну и, друзья, потихонечку хотелось бы перейти к завершению нашей трансляции, поэтому сейчас я предоставляю слово декану экономического факультета Виталию Алексеевичу Ковшову. Уважаемые наши родители, уважаемые наши выпускники школ, будущие абитуриенты, мы всех очень рады будем видеть в стенах нашего университета, на нашем факультете. У нас много учатся очень и школьников из сельской местности, из городов, иностранцев. То есть важно, во-первых, пожелать хочу вам в наше непростое время всем здоровья, крепкого здоровья, во-вторых, веры в себя, в свои силы, что даже если вы там из небольшой деревушки, то вам вполне по силам поступить к нам в университет, обучиться и дальше развиваться, расти карьерно. Главное, мы вас ждем, поступайте к нам, а за ваше будущее мы уже будем гарантировать, отвечать и отвечаем за ваше будущее. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. А также сейчас хочу предоставить слово заместителю министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ляре Рифмировне Давлетбаевой. Спасибо, Эрнест. Ну, я, наверное, обращаюсь прежде всего к родителям. Безусловно, вот сейчас вы стоите перед выбором, куда отдать своего ребенка, в какой университет. И я, безусловно, советую, потому что, находясь и здесь в студии, да, заканчивая аграрный университет, это лучший университет в моей жизни, который я проходила, да, у меня была масса разных курсов повышения квалификации, обучения, ДПО различные, но вот ту базу, которую дал аграрный университет, действительно, я не знаю, есть с чем сравнивать, и я действительно говорю, что да, есть база, да, есть будущее, да, это ступенька, которая позволит вашему ребенку реализовать свою мечту, стать тем, кем он действительно хочет быть, и найти свое место именно сегодня в бизнесе, в экономике. Кроме того, здесь огромное количество различных дополнительных возможностей реализовать свои творческие мероприятия, возможности, спортивные возможности. Успешно работает студенческий отряд «Колос». Хотите быть параллельно водить машину, пожалуйста. Поэтому я еще раз призываю, безусловно, аграрный, безусловно, экономический факультет. Спасибо большое, Ляля Рифмировна. Ну и сейчас предоставляю слово ответственному секретарю приемной комиссии нашего университета Светлане Сергеевне Боголю. Дорогие друзья, в качестве резюме хотелось бы подытожить, но все-таки скажу основные преимущества этого факультета. Да, бюджетных мест, к сожалению, не располагает факультет, но тем не менее, сколько преимуществ. Мы не успели во время эфира отметить о кредитных программах. Сбербанк мы сотрудничаем, есть образовательные кредиты по сниженным ставкам и отсроченные платежи. Можете воспользоваться этим. Можете воспользоваться комплексной программой, стать участниками развития сельских территорий, где, еще раз повторюсь,
Работодатель, который будет оплачивать ваше обучение, получит возможность возместить все затраты, то есть обучение будет практически на бесплатной основе, как для вас, так и для работодателя. Такие преференции, как бесплатное общежитие, Виталий Алексеевич говорил, для студентов экономического факультета. Отмечу, что здесь учится очень много иностранцев, популярное направление среди иностранных граждан, поэтому здесь широкие возможности общения с абитуриентами из других стран. И вообще очень интересная студенческая жизнь на этом факультете, очень богатая, оснащенная по современным условиям техники, и причем работодатели оформляют специализированные лаборатории, мы об этом тоже не сказали, поэтому вливайтесь в ряды студентов этого факультета. Желаю вам успешной сдачи единого государственного экзамена. Самое главное – здоровье. Ждем вас. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ну что, да, друзья, потихонечку будем заканчивать нашу трансляцию. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что приняли участие в сегодняшней трансляции. Не забывайте подписываться на наши соцсети в Инстаграм, ВКонтакте. У каждого факультета есть свой Инстаграм, поэтому подписывайтесь обязательно и будьте в курсе всех последних событий, всех новостей. Также хотелось бы пожелать вам удачи в сдаче экзаменов. Мы обязательно будем ждать вас в нашем университете на экономическом факультете. Поэтому, если тебе нравится экономика, если ты хочешь вести свой бизнес, с уверенностью тебе говорю, что экономический факультет сделает из тебя самого крутого специалиста. Ну что ж, друзья, всем огромное спасибо за внимание. Желаем вам удачи. Ну и до новых встреч. Всем пока. Thank you.